Судом оглашается принятое постановление при вводном рассмотрении ходатайства следователя Коробова о избрании меры пресечения подозреваемого Брагина. Суд 9 октября 2015 года в городе Сыктывкаре в составе судьи Шпилевой, пресс-секретаре Матвеевой с участием прокурора отдела прокуратуры республики Коми Бархатова, подозреваемого Брагина, защитника адвоката Жилина, старшего следователя Следственного дела Следственного комитета Республики Коми Коробова, рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя Коробова с ходатайством избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Брагина Михаила Анатольевича, 14 июля 1967 года рождения, уроженца города Сыктывкара, гражданина России, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на рождении одного несовершеннолетнего ребенка, являющегося депутатом Государственного совета Республики Коми 6-го созыва по единому пропорциональному округу, зарегистрированного и проживающего по адресу Республика Коми, город Сыктывкар, Морозова, улица Морозова, дом 113А, квартира 9, несудимого, имеющего хронические заболевания, сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь 2 стадии 2 степени вес 4, аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, хронический вазомоторный ринит. Подозреваемого в рамках данного дела совершения преступления, предусмотренных статьями 289, статьи 204, часть 4 пунктом В Уголовного кодекса Российской Федерации, суд установил, что 7 октября 2015 года руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Республики Коми Басмановым возбуждено уголовное дело номер 2365701 в отношении Брагина Михаила Анатольевича по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса России по факту, что Брагин занимает государственную должность субъекта Российской Федерации, являясь депутатом Государственного совета Республики Коми, участвовал в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично либо через доверенное лицо, вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния были связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ, либо с покровительством в иной сфере, имевшего место преступления в период с 2011 по 2015 годы на территории города Сыктывкар Республики Коми. А также дело возбуждено и по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 204, часть 4 пунктом В Уголовного кодекса России по факту незаконного получения Брагина, выполняющим управленческие функции, а именно координатором Коми регионального отделения политической партии Либеральная демократическая партия России, денежных средств от Самофаловой и Ильясова за совершение незаконных действий в интересах данных лиц. Преступление имело место в период времени с июня по сентябрь 2015 года на территории города Сыктывкар Республики Коми. 7 октября 2015 года в 15 часов 55 минут по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91-92 Уголовного процессуального кодекса России был задержан Брагин. 9 октября 2015 года старший следователь Следственного отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми Коробов обратился в Сыктывкарский суд с ходатайством об избрании подозреваемому Брагину меры пресечения в виде заключения под стражу, в основании которого указал, что избрание в отношении Брагина более мягкой меры пресечения невозможно, поскольку последний подозревается в совершении в том числе особо тяжкого преступления, за которое уголовным законом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет, ранее не судим, однако может оказать воздействие на свидетелей, которые знакомы ему лично и находятся в его непосредственном подчинении, имеется в виду по Коми региональному отделению политической партии ЛДПР, а также в ряде коммерческих организаций, а также воспрепятствовать может производству по уголовному делу, принять меры по уничтожению доказательств, продолжить заниматься преступной деятельностью. Кроме того, подозреваемый Брагин, являясь депутатом Государственного совета Республики Коми, имеет определенные связи в правоохранительных органах и органах государственной власти Республики Коми, поэтому может оказать давление на свидетелей по данному делу. Проживание подозреваемого Брагина в одной квартире с Брагиной Ириной в настоящее время нецелесообразно, поскольку следствием запланировано проведение следственных действий с ее участием в связи с тем, что на нее ссылаются многочисленные свидетели. Указанные обстоятельства следствие считает исключительными, позволяющими избрать Брагину меру пресечения в виде заключения под стражу. Данные ходатайства согласованы с руководителем Следственного отдела по Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми Лыжиным. В судебном заседании следователь Коробов и прокурор Бархатов ходатайство об избрании Брагину меры пресечения в виде заключения под стражу поддержали по изложенным основаниям. Следователь также пояснил, что основанием для задержания Брагина явилось то, что на него прямо указали свидетели, давшие явки с повинной, как на лицо, совершившее преступление, и поскольку расследование находится на начальной стадии, а Брагин длительное время работает в органах государственной власти Республики Коми, занимал различные должности и имеет связи, в том числе и в правоохранительных органах. Также длительное время являлся региональным координатором Коми регионального отделения политической партии ЛДПР и знает многих свидетелей.
указанные обстоятельства являются исключительными для избрания подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, так как он может оказать давление на свидетелей, принять меры к сокрытию и уничтожению документов, относящихся к данному делу, поскольку на данный момент не проведены все мероприятия по розыску и изъятию необходимых средств и документов, не все свидетели допрошены. Подозреваемый Брагин и его защитник Жилин возражали против удовлетворения ходатайства следователя, ссылаясь на то, что доводы следователя голословны, ничем не подтверждены, Брагин ранее не судим, характеризуется исключительно положительно, имеет постоянное место жительства в городе Сыктывкаре. Защитник Жилин также указал, что протокол задержания Брагина составлен с нарушением требований статьи 92 Уголовно-процессуального кодекса России, поскольку в протоколе не указаны конкретные основания, предусмотренные статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России, в соответствии с которыми Брагин был задержан. Заслушав доводы участников судебного заседания и исследовав представленные суду материалы, суд находит ходатайство следователя Коробова об избрании меры пресечения Брагину в виде заключения под стражу, подлежащему удовлетворению по следующим основаниям. Ходатайство составлено полномочным должностным лицом в рамках возбужденного уголовного дела в установленные законом сроки и с согласия соответствующего руководителя следственного органа. В представленных суду материалах имеется достаточно сведений, указывающие на обоснованность подозрения Брагина в совершении криминальных ему преступлений, поскольку на него прямо указали свидетели Ильясов, Самофалова, Смирнов, и в связи с чем задержание Брагина в порядке статьи 92 Уголовно-процессуального кодекса России суд признает законным и обоснованным. Порядок задержания Брагина соблюден, протокол составлен в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона. Доводы защитника подозреваемого незаконности протокола задержания Брагина от 7 октября 2015 года суд находит несостоятельными, поскольку в протоколе указано, что мотивом задержания Брагина явилось наличие оснований, предусмотренного статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России, и в судебном заседании следователь Коробов уточнено, что конкретным основанием явилось то, что на Брагина, как на лицо, совершившее преступление, указали свидетели Самофалова, Ильясов и другие, что фактически и подтверждается представленным суду материал. В соответствии со статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса России суд вправе избрать меру пресечения в виде заключения под стражу при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый либо подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия суда, может продолжить заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путем препятствовать производству преступления. Согласно части 1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса России, заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет. Принимаем во внимание, что Брагин подозревается в совершении 2 умышленных преступлений, одно из которых относится к категории особо тяжких преступлений, за которые Уголовным кодексом России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет. Учитывая коррупционную направленность данных преступлений, сложность расследования уголовного дела, поскольку следствию предстоит принять меры к розыску и изъятию большого количества документов в различных организациях, допросу лиц, которые находятся в подчинении у Брагина и на которых он может оказать давление в силу занимаемой должности в Государственном совете Республики Коми в связи с длительным руководством Коми регионального отделения политической партии ЛДПР, суд соглашается с доводами следствия, что имеется основания, предусмотренные пунктом 3 частью 1 статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса России, и также исключительные обстоятельства для избрания меры пресечения подозреваемого Брагина в виде заключения под стражу. Оснований для избрания Брагину иной, более мягкой легче, чем заключение под стражу, в том числе в виде домашнего ареста или залога, суд считает невозможным, не имеющий по данному делу, поскольку на данный момент его супруга, с которой он проживает в одной квартире и на которой ссылаются допрошенные свидетели, еще не допрошен, и Брагин будет иметь возможность оказать на нее давление. Поскольку расследование по данному делу находится на начальном этапе, меры пресечения в виде домашнего ареста либо залога не могут гарантировать правопослушное поведение Брагина, который, обладая обширными связями в правоохранительных органах и в органах власти Республики Коми в связи с занимаемой должности, может оказать давление на свидетелей, так как многие находятся в его подчинении и с которыми он лично знаком длительное время, может принимать меры к сокрытию и уничтожению доказательств, так как органам следствия не проведены все мероприятия по розыску и изъятию документов, связанных с деятельностью Брагина, и таким способом Брагин может воспрепятствовать установлению истинного дела. Сведения о наличии у Брагина заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, суду не представлено. На основании изложенного суд, руководствуясь статьей 108 Уголовно-процессуального кодекса России, постановил избрать в отношении подозреваемого Брагина Михаила Анатольевича 14 июля 1967 года рождения, гражданина России, стоящего в браке, несудимого,
Меру пресечения в виде заключения по стражу на срок 2 месяца, то есть по 7 декабря 2015 года включительно. Данное постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми в течение 3 суток со дня вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы Брагин в силу части 3 статьи 389.6 Уголовно-процессуального кодекса России вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении материалов судом апелляционной инстанции. В случае пропуска срока обжалования по уважительной причине лица, которые имеют право подавать жалобу, могут ходатайствовать перед судом, вынесшим постановление о восстановлении пропущенного срока. Данное постановление Брагину понятно. Копия постановления будет вам вручаться сегодня. Следователю суд обращает внимание, что мера пресечения избрана в отношении подозреваемого лица, и в дальнейшем она может действовать, если не примете меры для предъявления обвинения. То есть 10 суток с момента задержания. Пожалуйста, требования закона следует соблюдать. Судебное заседание на этом закрыто. Защитник, будете ожидать, когда копии будем делать, чтобы сегодня вручать? Тогда, пожалуйста, все участники, небольшое время для изготовления копий, и все вручают, в том числе и следствие.